День народного единства – это день, когда мы вспоминаем, что сила России в ее народах, в добрососедстве, в уважении к традициям, верности Родине. Когда миллионы людей разных национальностей и вер объединены одной целью – сохранить мир и согласие, страна становится по-настоящему сильной. На территории Чеченской Республики, как и во многих уголках России, веками бок о бок живут представители разных народов. Чеченцы, русские, татары, кумыки, казахи и многие другие. Каждый из этих народов вносит в общую сокровищницу страны свой язык, культуру, традиции и духовные ценности. В День народного единства мы вспомним истории, которые объединяют нас, истории о соседстве, взаимопомощи и общей судьбе народов России. Сегодня мы узнаем, как появились татары на территории Чеченской Республики и какую роль они сыграли в жизни этого удивительного края. По словам старожилов станицы Гребенской, их предки появились на территории современной Чеченской Республики в первой четверти XVIII века. Российская империя все больше продвигалась на Северный Кавказ, и ей требовались гражданские специалисты для обеспечения связи с местным населением. Так, в качестве толмачей и было привлечено несколько сот мужчин из казанских татар. Второе пришествие на Кавказ татар – это Первая Кавказская война, война против Шамиля. Когда в царских войсках были и татарские конники. Они тоже воевали, пришли против Шамиля. Но когда узнали, что имам Шамиль ведет священную войну, Газават, некоторые из них перешли на сторону своих единоверцев. Кроме татар перешли и другие, которые были с ним, и русские были, и там башкиры, и другие. Они перешли и воевали на стороне имама Шамиля, выступали против тех, с кем они прибыли, против царских войск выступали. Потом, после пленения Шамиля, наши предки остались в Веденском районе. В Веденском районе это село Даргово, Харачой, в этих местах остались наши предки. Но они, как вам сказать, не привыкшие к горным условиям работать и жить в горных условиях, несколько раз просились, чтобы их отпустили в Казанскую губернию, откуда они были призваны в царскую армию. Но царь не пошел на это, потому что они были на стороне имама Шамиля и воевали против его войск. Поэтому не давали, долгое время не давали. Потом предки наши обратились в парламент, в Думу российскую, через депутатов. Тоже ответ был, как сказать, неположительный. Но и все-таки потом им дали возможность переехать и поселиться в равнинной части нашей Чеченской Республики. И они выбрали 2 населенных пункта. Это станица Старощедринская, по-нашему Карчага, аул Карчага, и станицу Гребенскую. Станица Гребенская раньше называлась Новогладковская, потому что рядом была Старгладовская, а она построена позже, и поэтому название было Новогладковская. Татары поселились в станице Гребенской на территории нынешнего Шелковского района Чеченской Республики, составив значительную часть от всего ее населения. Так как на службу брали только мужчин, татары женились на девушках из местных народов, в основном, конечно, из кумыков и нагайцев, но нередки были и браки с чеченками, аварками и другими. Со своей стороны татары старались не препятствовать бракам дочерей с кавказскими юношами. В Старых Щедринах жили Бикинины, Шафиевы, Аксатаровы. В Гребенской жили Нагумановы, Гайсины, Юзикеевы. Они жили здесь. Сколько бы они ни жили, где бы они все время занимались хлебопашеством, выращивали хлеб, ячмень, занимались рыбоводством, охотоводством занимались.
Вот, заготавливали лес, вот, таркал для виноградников. И этот таркал возили в Кизляр на обмен. Там обменивали на рыбу, на другие продукты питания или инвентарь для себя наши татары. И даже сплавляли строительный лес по тереку раньше, до Кизляра. Вот такой полноводный терек был тогда. У нас меньше было каналов, а воды было много. Сужа вот как раз впадает на территории Старых Щедринов. Почему наши поселились напротив Старых Щедринов? Потому что напротив кумыкское село Барагуны. Язык один, схожий, тюркского происхождения, общение, все, как говорится, рядом. И гребенские, почему поселились здесь гребенской татары? Потому что большое село кумыкское, Аксай, тоже общение, бракосочетание, когда надо, потому что внутри наши предки приехали военными, без семьи, без ничего, и поэтому многие, можно сказать, переженились. В Веденском районе они переженились, женились на даргинках, на чеченках, на аварках, ну и на кумыкчиках тоже. Вот. И в настоящее время вот такое дружба и братство, и межнациональные браки тоже происходят. Мой дедушка Салимгерей Хажи, вот, когда он делал дважды, был в хаджи, вот, и когда был в хаджи, с ним были тоже хадж из села Толстовюрт Мамакаевы. И вот они сколько там были, сколько, вот, на хаджи там подружились, познакомились и узнали друг от друга о своих семьях. У Салимгерей Хажи был сын Халид, свободный, неженатый в то время, а у Мамакаева была дочь. И вот они вот эту свою дружбу как бы закрепили родственными отношениями. Мамакаевы отдали замуж за сына Салимгерей Хаджи Халита, моего дядя по отцу. И вот такая вот наша связь. Чеченские татары во многом переняли кавказские обычаи и традиции. Уважение к старшим, свадебные торжества напоминают в большей степени горские. Но несмотря на ассимиляцию, чеченские татары почти за 300 лет проживания в окружении народов Северного Кавказа не растворились как этнос, хотя все, казалось бы, этому способствовало. Большим наследием для моего поколения и последующего поколения является сохранение нашего языка, сохранение нашей религии, которой мы сейчас, вот, культуры и быта, которой мы вот, придерживаемся здесь, вот, на Кавказе и в нашей республике. У татар и чеченцев много общего – ислам, традиции, почитание семьи. Эти ценности помогли нашим народам жить в мире, даже в самые трудные времена. Особое место в воспоминаниях татар Чечни занимает имя первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Когда представители татарской общины обратились к нему с просьбой построить мечеть, он не только поддержал их инициативу, но и помог в ее реализации. Благодаря первому президенту Чеченской Республики Ахмату Хаджи Кадырову, вот, когда он был со своей группой по обсуждению проекта Конституции нашей республики, Чеченской Республики, мы собирались в актовом зале Гребенской вот, средней школы. Вот здесь недалеко отсюда, метров 200-300. Вот. В этом актовом зале они выступали, рассказывали о преимуществе нашей Конституции Чеченской Республики и отвечали на вопросы зрителей, которые их слушали. После окончания обсуждения Конституции Чеченской Республики, проекта Конституции, он попросил, если у кого есть вопросы, подойдите ко мне, не стесняйтесь. И вот мы трое подошли. Вот, бывший наш мулла, сейчас он умер, Аллаху рахмат яцину, Ваха Салимгереев, Идрисов Ибадулла, он тоже ушел из жизни, Аллаху рахмат яцину, и я. И вот, когда мы подошли к нему и сказали: вот, уважаемый Ахмат Хаджи, мы хотели построить мечеть. Вот, можно ли построить тогда, только что, как говорится, после Советского Союза, распада, там при Советском Союзе все было запрещено, даже не было мечети, закрывались. А вот
Он улыбнулся и сказал: вот молодцы татары, вы первые этот вопрос мне задали. У меня в моей программе это стоит одним из первых вопросов обогащения, возвращения к духовной жизни наших жителей нашей Чеченской Республики, и православных, и мусульман, и всех, которые веруют. Позднее строительство было завершено под руководством главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Татарская община выражает слова искренней благодарности Рамзану Ахматовичу и всей его команде за оказанную поддержку и помощь в сохранении своей культурной самобытности и традиций. Самое главное, то, что передается нашим детям, это, конечно, обычаи и традиции и, конечно, свой язык. Если человек не знает своего языка, у него нет своей истории, так получается. Поэтому в первую очередь я думаю, что каждый ребенок должен знать свой язык. Благодаря нашему главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову выделяется огромное внимание для подрастающего поколения именно Чеченской Республики и нашего района. У нас в Шилковском районе очень много национальностей проживает. Именно для сохранения наших обычаев и традиций мы всякие задействованы наших детей, чтобы они посещали именно наши кружки. Есть специально созданная вокальная группа «Юлдуз», танцевальная группа, и они принимают участие в республиканских мероприятиях, муниципальных мероприятиях. Мені байлығым, мені халқым. Мое богатство – мой народ. Точно такое же выражение есть, высказался и наш первый президент Ахмат Хаджи Кадыров. Я всегда гордился своим народом. Он не подчеркнул чеченским языком, он именно в этом его весь смысл. Он гордился, значит, и чеченским народом, и русским, и татарским, и кумыкским, всеми народами, которые проживают на территории Чеченской Республики. Татарский культурный центр – это место, где бережно сохраняются и активно развиваются традиции, язык и духовное наследие татарского народа. Центр проводит большую работу по популяризации татарской культуры, организует концерты, выставки, фестивали национальной кухни, творческие вечера и мастер-классы по народным ремеслам. Я являюсь заведующей Татарского национального культурного центра Шабанова Залина Гаирбековна. В Татарском центре ведутся 8 клубных формирований. Вокальные кружки, танцевальные кружки и так далее. Танцевальные кружки и вокальные кружки – это наш выездной состав. У нас действует вокальный кружок «Юлдуз», который наши прекрасные звездочки участвуют в наших региональных фестивалях, межрегиональных фестивалях. Ни одно мероприятие не проходит без нашего участия в районных конкурсах. Вот. И также являются участницами танцевальной группы. Это наш татарский национальный костюм. В нашем костюме имеются орнаменты. Они небольшие, мелкие орнаменты, красивые кружева, которые зашиваются. И вот этот костюм, он и сам является татарским костюмом. А для взрослых и детских их очень много разнообразия. Хорошо. Принцип национального костюма является одним. Я являюсь участницей вокальной группы «Юлдуз» и танцевальной группы «Яшлык». Я очень давно хожу в татарский центр. Мне нравится ходить, ведь я считаю себя частичкой татарского центра. Мы дружим с девочками очень хорошо. Танцы нам очень легко учатся. Мы очень быстро их учим и очень хорошо, без всяких-либо ошибок. Но некоторые бывают ошибки. Бывают трудности, конечно, когда мы изучаем новые песни или новые танцы, но мы преодоляем эти сложности. Ведь каждый из нас каждый день ходит в татарский центр на эти репетиции. Каждый из нас старается не пропускать эти занятия. У каждого из нас есть талант. И мы, наши руководители, стараются его раскрыть. Они каждый день, даже когда болеют, даже в снег, даже в сугроб, они придут и будут изучать нас танцами, чтобы потом хвалить нас за эти достижения, которые мы приобрели в жизни.
В Доме печати состоялось яркое и дружеское мероприятие, объединившее представителей всех народностей, проживающих на территории Чеченской Республики. Его главная цель – познакомить всех желающих с богатством национальных культур, кухонь и традиций народов, населяющих регион. Мы представители турков-москитинцев Наурского района. Приехали мы сюда со своей кухней, утварью, танцем, песней. Значит, живем мы здесь долго, с 89-го года. У нас очень трагичная история, как и у чеченского народа. Мы тоже пережили 2 выселки. Значит, сегодня праздник. Значит, мы приготовили очень много национальных блюд. Нашим национальным блюдом является хинкал. Хинкал – это национальные турецкие пельмени, которые лепятся в виде хинкали грузинских. Значит, у нас именно история этого блюда, то есть у нас невеста, когда выходит замуж, готовят его на 2-й день для свекрови, свекра и всего тейка. То есть, значит, все люди собираются, более 100 человек, пробуют блюдо, и уже исходя из этого делают выводы. Такая невеста пришла. Гости праздника смогли попробовать разнообразные блюда, приготовленные по старинным рецептам, увидеть национальные костюмы, познакомиться с обычаями и фольклором разных народов. На сцене звучали песни на разных языках и проходили танцевальные выступления. Мы приехали из села Сарысушиковского района Чеченской Республики. Приехали на этот фестиваль, на этот праздник, День народного единства. Привезли свою национальную, очень богатую старинную кухню, которая славится, нагайская кухня славится калмыцким нагайским чаем. Он состоит из 7 ингредиентов. В основном чай варился не на газу, не на плите, а в древние века на древесной основе или на коре. Чай варили долго-долго, помешивая, кипяченый помешивая, варился чай минут 7-8, потом наливали молоко, сливки или сметану, свежую сметану. Чай получается очень насыщенный, вкусный, ароматный. Обязательно, когда добавляется растительное топленое масло и черный перец, он становится вообще божественным напитком. Танцевальные коллективы поразили зрителей не только высоким мастерством исполнения, но и яркими самобытными костюмами, отражающими национальные особенности каждого народа. Каждое выступление становилось настоящим праздником красок, движения и музыки. Зрители с восторгом встречали артистов, атмосфера зала наполнялась радостью, энергией и ощущением единства культур. Я представляю Ногайский национальный культурный центр. А это моя группа «Ушкан», что в переводе означает «искорка». Мы приехали сегодня на выступление в канун праздника Дня Единства, представили свой танец на суд зрителей. Все остальное пусть судят зрители, пусть говорят они. Костюм состоит женский из каптала. Из каптала. Каптал бывает разных видов. Тонкие, если в древности их одевали, если теплый каптал, тогда зимой одевали, а если из тонкого материала, из шелка, например, из парчи, что ценили наши женщины, одевали летом, весной и осенью. Мы представляем 2 культурных центра, это Русский культурный центр и Казачий культурный центр Наурского района. И, конечно, здесь представлены атрибуты, культурные атрибуты, бытовые. У нас представлены национальные гусли, русские национальные гусли, 9-струнные. Я бы хотел продемонстрировать звучание. По нашим традициям эти гусли, звук этих гуслей лечит, дает силу и прибавляет здравомыслие. Быть добру! С праздником!
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев наградил руководителей культурных центров за активную работу по сохранению и развитию национальных традиций, укреплению межкультурного диалога и популяризации духовного наследия народов, проживающих на территории республики. Нас поблагодарить руководство региона, в особенности главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и, конечно, Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации за всестороннюю помощь и поддержку национально-культурным центрам и автономиям. Чеченская Республика не в словах, а на деле является подлинным домом дружбы, в котором в мире и согласии проживают представителей различных национальностей и вероисповеданий. Пусть в каждом доме царит взаимопонимание, благополучие и счастье. Желаю всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. И в завершение программы, посвященной Дню народного единства, хочется напомнить: сила нашей страны в многообразии культур, взаимном уважении и сплоченности. Сегодня, как и много веков назад, нас объединяют общие ценности – мир, добрососедство и любовь к родине. Пусть этот праздник станет напоминанием о том, что только вместе мы можем сохранить гармонию, традиции и уверенно смотреть в будущее. С Днем народного единства!